Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Андрей, и моя неунывающая и стремящаяся к знаниям лисичка Ривиська. Ребята, здравствуйте! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие в волшебную страну эрзянского языка. И лисичка снова приготовила для вас что-то интересненькое. Друзья, послушайте стихотворение и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Поля затянуты недвижной пеленой, пушисто-белыми снегами. Как будто навсегда простился мир с весной, с ее цветками и листками. Правильно, ребята! Сегодня, как вы поняли, мы будем вести речь об удивительном времени года – зиме. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с новыми словами и выражениями, которые связаны с темой «телесь», «телень на лаксиматне», «зима», «зимние забавы». Зима – одно из 4 времен года между периодами годового цикла – осенью и весной. Именно зимой природа будто погружается в сон, а поля, дороги и сады покрываются белым покрывалом. По-эрзянски зима будет называться теле. Ребята, а вы хотите знать, как будут звучать на эрзянском языке названия зимних месяцев? Конечно, Андрей! Нашим любознательным друзьям это очень интересно. Ребята, повторяйте за мной. Ацамков – декабрь, Якшамков – январь, Даволков – февраль. Правильно, молодцы! Эти наименования месяцы получили не случайно. Это говорящие названия. Ацамков – декабрь. Образовался от глагола ацамс – покрывать. В декабре снег покрывает всю землю, чтобы зимние морозы не повредили ростки и корни растений. Зимние покрывала являются убежищем от холода и зверям. Январь – это середина зимы. Эрзянское его название Якшамков образовалось от слова якшаму – холод, мороз. Именно в январе бывают самые крепкие морозы. Название последнего месяца зимы – Даволков, февраль. Если его дословно перевести на эрзянский язык, будет звучать как месяц буранов и вьюг. Оно тоже говорит само за себя. Ведь с началом февраля начинают мести метели, разыгрываются снежные бури и вьюги. Ребята, мы сегодня уже не раз упоминали о снеге. Как же будет называться снег на эрзянском языке? Лов. Все верно. Именно зиму любят дети и взрослые за то, что она является воплощением чего-то нового. Друзья, а теперь назовем слова, которые ярко описывают зиму на эрзянском языке. Эйсюро – сосулька, прамс – выпасть, лекш – иней, эй – лед, давол – буран, вьюга – ураган, канделов – метель. Все верно, молодцы! Ребята, каждую зиму можно наблюдать на окнах великолепные узоры, которые нарисовал Мороз. Они очень разнообразны и замысловаты, таинственны и просто великолепны. По-эрзянски слово «мороз» будет звучать «якшамо». Молодцы, ребята! Не секрет, что вместе с зимой приходит чудесная пора самых разнообразных, но неизменно веселых развлечений. Именно зимой можно играть так, как не получится ни в одно другое время года. По-эрзянски выражение «зимние забавы» будет звучать «телень на лаксиматне». Друзья, назовем с вами вместе название зимних игр на эрзянском языке. Ловсо кайсема – игра в снежки. Соксо артнема – катание на лыжах. Ловонь кудонь строямо – возведение крепости из снега. Ловонь бабантеема – лепка снежной бабы. Верно, ребята. И, конечно, это не все игры, в которые можно играть зимой. Интересным занятием зимой, как для взрослых, так и для детей, является катание на коньках,
с горки на санках и на ледянках. Андрей, а еще зимой наступает любимый всеми праздник Новый год, когда все наряжают елку, возят вокруг нее хороводы и дарят друг другу подарки. По-ирзиански этот праздник называется Од-Ие. Андрей, мне что-то так захотелось, чтобы скорее наступила зима, и вместе с ребятами резвилась бы в снегу и праздновала Новый год. Дорогая лисичка, не спеши, ведь каждое время года прекрасно по-своему, и каждое дарит нам много положительных эмоций. Ребята, к сожалению, наш урок подошел к концу. Сегодня мы с вами узнали много новых слов и выражений на ирзианском языке, которые описывают зиму и все, что с ней связано. Друзья, мы надеемся, что наш урок вам понравился, и вы будете с нетерпением ждать наших новых уроков. До свидания, ребята. Вас-то мазанок. Не мазанок, вечкевикс ялгот. До встречи, дорогие друзья! Кто не мазый,